Деды и война. У моего деда со стороны матери Жюсупа был братишка Каир Жангазулы, который, в отличие от своего старшего брата, действительно воевал и даже брал Рейхстаг. Командир батальона, капитан Каир Жангазин, в самый последний день войны, подорвавшись на мине, потерял глаз и кисти обоих рук. После войны Каир Ата был председателем колхоза. Чтобы писать, ему приходилось привязывать к культе более длинной левой руки пища и перо. Его красавица жена Каден, происходившая родом из древней казахской знати, дождавшись мужа, родила ему еще дочь Куляш и сына Калтая. Мой отец говорил про него: он был мужчиной высоких качеств и редких достоинств. Рассудительный и степенный Каир Ата был весьма уважаемым человеком в округе. Он так и не восстановился от полученных боевых ран и скончался в начале 60-х годов прошлого века. Еще я решил поведать про деда Жусупа, который во время Второй мировой войны был ответственным работником потребкооперации района. После оговора, волею судьбы, решением суда тройки, он был обвинен в хищениях и растрате государственного имущества. По жестким законам военного времени тогда за это могли расстрелять, но находчивый дед попросился на фронт, чтобы смыть кровью свои преступления. На фронте бывалый дед сразу же умудрился попасть в продовольственное обеспечение войск, поэтому уже оттуда посылал семье продукты и деньги. Провоевав несколько месяцев, но уже с боевыми наградами, по состоянию здоровья был комиссован. По возвращению в родные места восстановлен должности и, будучи ветераном, был уже не по зубам недругам. Также говорят, дед Жусуп после войны еще пару десятков лет втихую аккуратно отправлял денежные почтовые переводы в Россию. Оказывается, пока он воевал, русская женщина забеременела от него и родила сына. В соседней стране победобесие. Также и у нас есть живущие их лживой пропагандой. Поэтому за давностью важно осознавать историю и делать трезвый анализ. Ведь теперь открываются многие подлинные архивные документы, проливающие свет на прошлое. В действительности Советский Союз и гитлеровская Германия были кровавыми фашистскими государствами, воевавшими между собой. Два диктатора-тирана, затея Вторую мировую войну, обрекли тогда на смерть около 60 миллионов людей. Этот рассказ я написал в 2016 году. Мне еще есть что сказать. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал.